Если вы курите 20 сигарет в день, то вы увеличиваете вероятность туберкулеза в 4 раза. И это не единственный фактор. Чуть позже мы расскажем и покажем вам подробности. По данным Всемирной организации здравоохранения, 3 миллиарда человек инфицировано. Ежегодно заболевает около 9 миллионов людей во всем мире. Из них 3 миллиона умирают от его осложнений. На самом деле масштабы заставляют призадуматься. Насколько туберкулез опасен для наших граждан и какие условия для его лечения созданы в нашей республике? И почему в нашем обществе туберкулез считается постыдной болезнью? Вслух, открыто и только правду в программе Агойсра. Оставайтесь с нами. Есть заболевания, которые не принято обсуждать в нашем абхазском обществе, считают стыдным. Вот туберкулез – одно из заболеваний, о котором не принято говорить открыто, а нужно и хотелось бы. Я думаю, что стыдиться тут нечего, тут надо своевременно и вовремя обращаться к специалистам, дабы они оказали помощь. Поэтому сегодня нас ждет очень интересный доктор, мы можем с ним пообщаться и узнать много нового. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в программе доктор Арзуманян Аза Рутюновна, врач-фтизиатр. Здравствуйте. Здравствуйте. Аза Рутюновна, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день существует масса проблем, да, касаемо туберкулеза. И нам бы хотелось узнать, какая проблема раннего выявления данного заболевания у населения нашего? Вы знаете, раннее выявление связано с многими факторами. Во-первых, это... Сегодня нету у нас ФАПов и медицинских врачебных амбулаторий, так как это первый как раз канал, куда обращаются больные, и не все больные могут приехать в районный центр со своими болячками. Выявление туберкулеза первичное должно осуществляться в общей терапевтической педиатрической сети. Не всегда очень внимательны наши доктора к первичным симптомам туберкулеза. Поэтому очень часто бывает, что больные долго лечатся у терапевта и попадают в фтизиатрию больницу в последнюю очередь, когда уже эффекта никакого нет от всех остальных препаратов, от долгого лечения и в тяжелом состоянии. Конечно, задерживает выявление еще и то, что наше население еще не особо уделяет внимание всем прививкам, например, БЦЖированию, пробу МАНТУ. БЦЖ – это вакцинирование для иммунитета организма детского, а проба МАНТУ это делается уже для выявления инфицированности туберкулезом и определяется, на каком уровне сегодняшний день иммунитет у данного ребенка. В связи с тем, что у нас создана с 2012 года противотуберкулезная национальная программа, мы уже имеем возможность провести диаскин-тест. Это, конечно, один шаг вперед, который сейчас уже повсеместно, имею в виду в России, например, тоже переходит для определения туберкулеза на проведение диаскин-тест. В России уже принято решение в некоторых регионах пробу МАНТУ проводить до 8 лет, а дальше старше 8 лет делать диаскин-тест. Почему? Потому что диаскин-тест, оно более информативный метод, да. Он не реагирует на вакцинацию БЦЖ, он имеет минимальный аллергический эффект. Это уже говорит о том, что уже результат у нас будет более точный. Эта территория никак не напоминает больницу. Небольшие одноэтажные здания. Администрация, аптека, лаборатория, столовая и главный корпус – больничные палаты. Их всего 7, но этого мало. Из-за отсутствия нужных условий здесь проходят лечение пациенты в острой стадии заболевания, а другие – на дому. Работа работой, но здоровье превыше. Прежде чем посетить больных, мы одеваем медицинские маски. Их 2 вида. Недавно в противотуберкулезный диспансер поступили вот такие, очень современные, с повышенной защитой. Новую отдаю оператору. Забота о коллеге, которому через несколько минут под свой страх и риск придется снимать палаты больных с открытой формой туберкулеза. Временная больница очень похожа на казарму. Сейчас здесь проходит лечение 17 человек. Все палаты заполнены.
По правилам противотуберкулезного диспансера обязательно должны быть секторы для каждого этапа заболевания. А здесь совместно пребывают разные больные с разными формами туберкулеза. Сокращаемое это время лечения, чтобы как-то поместить больных, которые с открытой формой, с новыми обильные бацилловыделения. А сейчас в этой палате с какой формой туберкулеза? С открытой формой туберкулеза. Седа Галустян – врач второго отделения. По ее словам, в таких условиях невозможно лечить больных. Нам иногда приходится отпускать пациентов, не заканчивая курс лечения, надеясь, что они выполнят все предписания врача на дому, говорит доктор. Но это риск. Как показывает практика, как только человеку становится лучше, он перестает пить препараты. Чуть позже эти пациенты возвращаются в противотуберкулезный диспансер, но уже с осложнениями. Желательно, чтобы долечились, но у нас места нет. А бывали случаи смертельные именно у вас в больнице? Бывали. Буквально вчера пришлось выписать домой ребенка, так как взрослым и детям в одной палате находиться нельзя. Понятно, противотуберкулезный диспансер в этом здании временно, однако уже 3 года. Каждый день медперсонал на работе, не позволяя себе опускать руки. Да еще надежда, которая теплится при виде отстроенного красивого здания нового противотуберкулезного диспансера. Вот говоря как раз об этой национальной программе, да, противотуберкулезной, в чем суть, хотелось бы узнать про вот именно этой программы, поподробнее, если можно. Программа у нас создана в конце 2012 года. Это было связано с тем, что от нас уже МСФ собирались уезжать, мы уже знали, что они уезжают. И нам, конечно же, надо было создать программу, чтобы можно было контролировать состояние туберкулеза у нас в стране. На местах созданы туберкулезные пункты. В каждом регионе есть врач, ответственный за туберкулезную службу, за раннее выявление, за контроль амбулаторного лечения наших больных и за наблюдение и выявление среди контактных. Это, конечно, большая работа, потому как контактные больные, конечно, на местах, и они не всегда приезжают в центр, чтобы обследоваться. Врачи нашего диспансера прикреплены, каждый доктор, к каким-то определенным городам, в каком-то пункте, и осуществляет консультации на местах. Не просто консультации, это помощь врачам на местах, как бы, знаете. Потихоньку идет обучение на местах докторов, потому как это не фтизиатры, это терапевты, и, конечно же, кое-какие нюансы для них непонятны и незнакомы. Ну вот как раз говоря об этих амбулаторных пунктах, да? Да. То есть в чем заключается именно работа амбулаторного пункта? То есть это выявление больных и статистика или... Нет, не только. Не только. Не только. Амбулаторные пункты на местах отвечают за амбулаторное продолжение лечения нашего больного. Ведь больной в стационаре находится минимальный период, то есть выделяет туберкулезную палочку. Как только больной абацилировался, состояние более-менее стабилизировалось, уже идет положительная динамика, больной выписывается домой, и дальше продолжение курса лечения проводится амбулаторно. Вот именно за этой службой следят, и за эту службу отвечают амбулаторные пункты. Медсестры на местах и доктора, потому как мы все время не можем уже во время амбулаторного периода увидеть больного, каждую их болячку, каждый побочный эффект и все. И нашим больным есть куда обратиться за помощью. Мы туда доставляем препараты, не только противотуберкулезные препараты, но и препараты для снятия побочных эффектов. Туберкулезом могут болеть люди разного возраста, но есть шанс у каждого излечиться. Главное – соблюдать предписания. Я заболела воспалением и не обратила внимания. А потом чувствую плохо, кашляла, и я обратилась вот сюда к ним, и меня положили. Вот Вам сейчас лучше? Лучше, спасибо врачам, вылечили уже меня. А это не рак, это туберкулез излечимый. Какое у вас питание здесь? Ой, питание его, ешь и все не поедаешь даже, и не берешь. Все хорошее, все. 2 раза, первое и второе, и вечером первое и второе. Утром и сыр дают, и масло, и манка, и другая каша рисовая. Все нам дают, все. Никакой копейки мы не платим, лечат нас, спасибо ему, спасибо. Месяц я мучилась. Уже я видела, что мне уже вот плохо, обратилась к врачам. Вот уже вчера только поступила. А как вы думаете, как вы могли заболеть?
Воспаление. У меня тоже воспаление. Запущенное, думаете? Запущенные. Вот в последнее время это месяцы запущенные, да. Скажите, пожалуйста, вы до этого слышали о туберкулезе? Вообще слышали? Никогда в жизни вообще, что такое врач, не знала. Быть здоровым, как хочу, конечно. Всем спасибо, кто нас помогает. Большое спасибо, жалобы нету, все есть. Хорошо. Все, спасибо. Вы за лекарства платите? За что-нибудь платите? За Нет. лекарства, за обед? Нет. Насколько осуществляется контролируемое лечение на амбулаторном этапе? То есть в чем заключается сложность, если есть такое? Есть очень большая сложность, потому что это же не только городские больные. Есть больные, которые живут в дальних районах от пункта. Ехать им очень тяжело, конечно. Например, в Гайский район даже не с каждого села каждый день есть транспорт, чтобы они приехали и пили препараты. А препараты надо принимать под наблюдением именно медработника. И поэтому, значит, мы вынуждены на местах, в селах, найти среди соседей кого-то, медсестру, обучить этой работе, который будет ответственен за эту работу, и еще и проследить за их работой, как это ведется, потому что взять на себя туберкулезного больного – это очень большая ответственность. Кроме ответственности, еще и этот человек уже привязан к дому. Он не свободен для того, чтобы запрограммировать свои действия дня и жизни. Потому что он отвечает за утренний прием препаратов, за вечерний прием препаратов и за все процедуры, которые необходимо делать дома. Когда создавалась программа, мы встречались со всеми буквально главными врачами на местах. Нам все главные врачи обещали оказать хорошую помощь в каком-то, значит, смысле. Это обещались дать транспорт при первой же необходимости и помочь нашим сотрудникам на местах выезжать к больным и оказать помощь. К сожалению, сегодня это практически не осуществляется, потому что на местах врачи не имеют такой возможности, чтобы нам выделить транспорт. И иногда наши медсестры даже на такси выезжают в районы, чтобы повезти лекарства своевременно, чтобы больной не оказался без помощи. А какое количество больных туберкулезом? Насколько это угрожающая болезнь? Фактически у нас цифры стабильные. Где-то в пределах 200 человек в год у нас проходит курс лечения по первой линии, а вот по МДР я даже сегодня смотрела, сегодняшний день у нас около 40 больных, которые принимают лечение противоустойчивого туберкулеза. Из них есть больные, которые уже XDR формы, то есть это широкая лекарственная устойчивость. Это уже необходим стационар, там внутривенные вливания 2 раза в день идут. Это новые препараты противотуберкулезные. Из них, которые 2 мы уже применяем. Хотим очень 3-й применять, но не сможем, пока не будет стационара, потому что применение этого препарата требует постоянный контроль кардиолога. Но эта цифра растет из года в год? Это я имею в виду устойчивой формой. Но есть еще первая линия препаратов, которая чувствительная форма туберкулеза. Так, чувствительные формы у нас 180, вот так сегодняшний день есть больных на лечении. Это у нас фактически эта цифра ежегодно стабильно так и держится. Она у нас больше не стало. Это успокаивает, но был стационар открыт, когда у нас эта цифра как бы уменьшалась. А сейчас закрылась, мы вынуждены больных отпустить. Наши больные, если раньше мы убеждали, что у вас состояние тяжелое, надо лечиться в стационаре, сегодня они приходят и просят, хотя и бациллярная форма, но они говорят, я не смогу дома принять лечение как нужно. Я чувствую, говорят, потому что там друзья, там товарищи, там дом, там семья. Я, говорит, боюсь, что вдруг у меня открытая форма будет, я заражу. Есть такие люди сознательные, которые хотят стационар. И вы знаете, очень больно и обидно их отправить домой. В республиканском противотуберкулезном диспансере были случаи заболеваний младшего медперсонала, поэтому так необходима секторизация, говорят работники. В этих палатах больные с устойчивой формой туберкулеза. Эта форма заразительна. Устойчивая форма – это больные, у которых туберкулезная палочка устойчива к препаратам первой линии. И они уже лечатся по другой форме. И тут уже курс лечения не 6-8 месяцев, а 2 года. И есть еще и широкая устойчивость. Это XDR-форма, которая лечится 3-4 года. Не только пациенты ограничены в пространстве, но и медперсонал. Это ординаторская.
Все врачи в этой маленькой комнате. Здесь же они принимают больных. Условия, да, совсем минимальные. Медицинская группа противотуберкулезного диспансера еженедельно выезжает в районные больницы, отвозят необходимые лекарства, контролирует состояние туберкулезных больных. Но и здесь проблемы с автотранспортом. Полки аптечного пункта пустыми не бывают. Национальная программа по борьбе с туберкулезом бесперебойно поставляет все необходимые лекарства. Шазина Хурхмал, руководитель этой программы. Целевая государственная противотуберкулезная программа включает на сегодняшний день, в первую очередь, это полностью непрерывное обеспечение по туберкулезным препаратам. Это препараты первой линии, второй линии, препараты нового поколения, также препараты патогенического эффекта, побочного эффекта, обеспечение, а также всеми лабораторными расходными материалами. По словам Шазины Хурхмал, поставщик препаратов, с которым наше здравоохранение заключило договор, очень надежен, с гарантией качества. Это одна из ведущих фирм на российском рынке, говорит она. В рамках национальной программы эти лекарства для больных бесплатны. Биохимические анализы, этот аппарат Геноэксперт, проводим мокроты на определение бациллы Коха. Лабораторные исследования тоже бесплатны, но нет необходимых диагностических медицинских аппаратов, таких как рентген, флюорограф. Еще в прошлом веке от палочки Коха умирали люди, но современная медицина шагнула вперед, и сегодня туберкулез – излечимое заболевание. И тем не менее, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от осложнений туберкулеза умирает около 3 миллионов человек. Сейчас у меня есть возможность посмотреть на эту бациллу и как она выглядит через микроскоп. Вот они, красненькие, маленькие палочки Коха. Скоро месяц, как Роберт лечится в диспансере. Он не сразу обратился к врачам. Кашель, одышка и температуру он принял за вирусный грипп. А в семье вы не думаете, что кто-то еще мог бы заразиться? Ну, обязательно. Они уже сдали все, как они все сказали, все мои родные, где я жил, с кем они находятся, они все сдали. Сейчас их проверяют. Обязательно все, кто ВКонтакте, обследуются на это обязательно. Как только выявляем нового больного, все члены семьи и близкие родственники, все у нас обследуются. Еще одна причина, почему туберкулез трудно выявляем. В нашем обществе принято считать его постыдной болезнью. Хотя непонятно, в чем стыд, если человек заразился от инфицированного больного. Стыдно и страшно скрывать и не лечиться, заражая всех вокруг. Условия работы врачей, в целом медицинского персонала в стационаре крайне тяжелые. К сожалению, сегодня очень тяжело. У нас даже приемный кабинет один на всех. Детей я там категорически не принимаю, потому что там бациллярные больные постоянно, я не хочу ихнего контакта с ними. Приходят бациллярные больные, мы тоже очень встревожимся, все время беспокоимся, потому что не хотим, чтобы они тоже... Человек приехал просто обследоваться, вдруг у него нет туберкулеза, а тут инфекция. И мы потом сидим и думаем, инфицировался, не инфицировался. Это очень неприятные моменты просто-напросто. Конечно, очень сложна работа дежурантов, потому как у нас всего 7 палат, одна комната для дежурных, 2 медсестер и врача, все вместе, санитарки отдельно. И вот нету даже коридора, чтобы персонал вышел к больным, мы выходим на балкон, побежали в эту палату, вышли, зашли в другую палату. Также, значит, не получается контролировать секторизацию, так как у нас неофициально так разделено 4 палаты первой линии, то есть чувствительный туберкулез, и 3 устойчивого туберкулеза. Но наши больные посещают друг друга, значит, идет внутрибольничная инфекция. Нереально контролировать нахождение больных в стационаре. То есть, как я понимаю, на данный момент условия секторизации сейчас они отсутствуют фактически, да? Отсутствуют, да. Речь идет о старой больнице. Это уже сегодня ту, наша которую времянка, отстроили, да? будем Это говорить. времянка просто, Да. это времянка. А старая больница у нас секторизация была очень довольно-таки хорошая. Сейчас вы работаете, как вы назвали, во времянке, да? Будем так А говорить. вот это та больница, которая сейчас строится... Она очень хорошая, она очень благоустроенная, есть секторизация. Прекрасно. Говоря о перспективе, да, именно. как раз хотелось бы узнать, есть ли у вас поддержка правительства, да, все-таки программу, которую вы ведете, она довольно-таки серьезная, да, касаемо туберкулеза, помогают ли вам? Поддержка, вот то, что они оплачивают работу вот именно национальной программы.
А что касается медикаментов, допустим? Медикаменты наши стационар у нас получает. Препараты противотуберкулезные есть всегда. У нас сегодня проблема рентгенаппарата, потому как больница закрыта, у нас нету, значит, мы делаем где-то, пытаемся делать в Агудзерах. Там очень старые аппараты, снимки ужасные. Единственное, была республиканская больница, там, к сожалению, сейчас тоже на ремонте. И вот мы стоим у разбитого корыта. То есть, по сути, диагностики как таковой, рентгенологической. Вот Лаборатория у нас работает стабильно, работает хорошо. Это проблем с этим вообще нет. У нас, наоборот, даже делается генэксперт. Это улучшает работу, еще и улучшает, помогает нам раньше выявлять устойчивые формы и начать раньше устойчивый туберкулез лечение. Здесь совсем другая картина. Новое здание противотуберкулезного диспансера после ремонта. Здание в 4 этажа со своей парковой зоной. Больница рассчитана на 120 мест. Пройдемте. На первом этаже ведется видеонаблюдение. Есть противопожарная система. Медицинская мебель пока не расставлена, так как ожидают еще одну партию. На просторном лифте поднимаемся на 3-й этаж. В каждой комнате соблюдена противопожарная безопасность. Везде висят кондиционеры, учтена вентиляция. В каждой палате рукомойники, а также ванные комнаты в соответствии с нормой. Тяжелые больные изолированы от остальных. Да. И также у нас на каждом этаже первичная форма, да, вторичная форма есть. И разделенная у нас секторизация предусмотрена везде, на каждом этаже у нас. Это отделение для тяжелых больных с хронической формой туберкулеза. Доступ только для медперсонала. На дверях установлены электронные ключи. Также в новой больнице предусмотрена мини-хирургия. На каждом этаже столовая и комната отдыха. С окна открывается великолепный вид. Для больных туберкулезом необходима парковая зона, чтобы дышать свежим воздухом. Особенно полезны хвойные деревья. Благо, диспансер расположен неподалеку от дачи Смитского. Кстати, интересный факт. Туберкулезная бацилла умирает в течение 10 минут под яркими лучами солнца. Остались только детали. Больница почти готова к эксплуатации. Этого дня очень ждут и медперсонал, и пациенты. Мы с оператором обошли это 4-этажное здание и убедились, что оно соответствует современным стандартам. Здесь созданы все условия для качественной и хорошей работы. Также стоит проблема аппарата флюорографа. Да. То есть в республике, по всей республике его нигде нету. Да. Обещают ли вам, что в ближайшее время он появится? Может, это будет какой-то передвижной пункт, который будет перемещаться по нашим селам, городам? Да, значит, министр с нами, с врачами не встречался, но с директором встречался. Директор нам передал, что он обещал, что будет и передвижной флюорограф, и будет в стационаре флюорограф. Так что мы верим, что будет это сделано. Также министр обещал, что будет у нас новый рентгенаппарат, и будет даже, по-моему, компьютерную томограмму у нас делаться будет у нас аппарат. Во всяком случае, Юрьевич сказал, что он обещал. Вот. И мы очень-очень надеемся на это, честно говоря. Это что касаемо больных, да, туберкулезом и выявляемости данного заболевания. Хотелось бы также поговорить о профилактике. Какая профилактика проводится? Был период, когда профилактика у нас не проводилась, потому как мы работали с МСФ, а у МСФ профилактика не предусматривается. Но мы сумели им доказать, что нужна профилактика, потому как Россия не отошла от профилактики. Потом мы подняли архивы Америки, значит, там тоже, когда была вспышка туберкулеза, они делали профилактику туберкулеза. Проводится ли самопросветительство? Был период, когда мы, врачи диспансера, выезжали, встречались в поликлиниках, в учреждениях, в школах, даже в АГУ мы выезжали, рассказывали про туберкулез, про на ваш взгляд, первые это же симптомы. необходимо, Да, конечно, конечно, необходимо, очень даже необходимо, да.
Туберкулез – это инфекционное заболевание. Можно заболеть ею исключительно заразиться, или же это может быть наследственной? Нет, туберкулез – это инфекционное заболевание, передается палочкой Коха воздушно-капельным путем, и поэтому туберкулезом можно заразиться легко и просто в любом транспорте, в обществе. А так приобрести нельзя, только заразиться? Нет, конечно, если вы не инфицируетесь. Еще знаете почему? Потому что можно быть инфицированным и года 2-3 не болеть. И вот если наш больной поступил уже, мы обследуем окружение, да, у них сегодня ничего нет. А вот через года 3 у них может появиться туберкулез. И они тогда думают, что это наследство, это же была бы зараза. Это обязательно кашель, температура? Покашливание может быть. Температура такая субфебрильная, 37-37,2. Острые тоже бывают случаи, но это редко. В основном подкрадывается, понимаете. Даже в детском туберкулезе были случаи, когда у ребенка ничего не было, ребенок попадал в хирургию, куда-то сделали рентген и обнаружился туберкулез. Такое тоже встречается. Смертельные исходы были в Абхазии от туберкулеза? От туберкулеза устойчивые формы у нас были исходы, конечно, да. Есть ли методическая поддержка консультативных центров из Москвы, Российской Федерации? Из Москвы и вообще в целом Российской Федерации? У нас, наши больные, мы тесно контактируем с институтом фтизиатрии. Это национальная туберкулезная программа. Опять же, у нас есть соглашение с ними. Мы посылаем историю болезни нашего больного с рентген-снимками, с компьютерными томограммами. Питерский институт фтизиатрии и пульмонологии. Они проводят консультацию заочную и потом посылают свои заключения. Даже операции там отправляли наших больных, делали довольно-таки успешные и хорошие результаты. Испытываете ли вы нехватку в кадрах? Как можно привлечь молодых специалистов? Вы знаете, это самый больной вопрос кадровый, потому что мы все уже, мягко говоря, выросли и очень-очень нуждаемся в молодых кадрах. Пока у нас силы есть, мы хотим, чтобы были молодые ребята, чтобы передать опыт, чтобы рассказать, научить, чтобы мы ушли, мы знаем, что у нас есть хорошие специалисты. Мы были на конференции, я опять ссылаюсь на них, говорили в кулуарах с докторами из дальних районов России, Сибири там. У них же тоже этот вопрос стоит острый, и они, знаете, как привлекают? Материальную помощь дают, в пределах миллиона так дают, и получается, что человек заинтересован идти работать, если люди нуждаются. Квартирный вопрос у людей остро стоит. Какие-то льготы? Да, конечно, льготы, чтобы заинтересовать. Да. И еще нам бы очень хотелось со стороны нашего государства помощь для наших больных, социальную помощь, которая у нас выполняла МСФ, а после ухода МСФ у нас АМРА-14, которая, в общем-то, взяла на себя эту работу, оказать помощь на местах. Они соцпайки получают ежемесячно, а остро нуждающие даже 2 раза получают. Они, я знаю, мелкие такие ремонты иногда делают по возможности. У нас есть больной, у которого денег нет, зубы болят, зубы делают. Понимаете, это для того слоя населения, который особо нуждается, это нужно. Я понимаю, что есть слои, которым это совершенно не нужно, но не все же могут это создать для себя. Туберкулез, я думаю, опасно для всех. И для правителей, и для простых работников наших, для жителей. Ну что ж, будем надеяться, что в самое ближайшее время ситуация Мы изменится. Мы надеемся и верим. Хотим пожелать вам удачи. Спасибо большое. Поменьше больных. Спасибо. Я просто добавлю, будьте здоровы. Спасибо за интервью. Спасибо. Здоров, значит не болен? Туберкулез не виден и коварен. Возбудитель, микробактерия туберкулеза, легко и быстро проникает в организм по воздуху, разрушает легкие, поражает другие органы. Стресс и вредные привычки ускоряют развитие болезни. Кашляешь больше 3 недель, обратись к врачу. Будь бдителен к себе и близким. Первый шаг к оздоровлению – быстро обратиться за помощью. Вообще в медицине есть какая-нибудь легкая тема, которая бы соответствовала весне, погоде, цветочкам, которую можно было бы обсуждать с удовольствием? Тяжелый вопрос. Хотя бы одну тему нет? Ну, наверное, есть. Если покопаться, то можно найти. Медицина просто сама по себе не легкая, поэтому, наверное, и темы обсуждаемые, да, говоря о заболеваниях, они достаточно тяжелые. Если вы такие серьезные. Ну, придумай тему, один раз. Я работаю над этим. А то все время мы, журналисты, такие креативные. Давайте снова сделаем право. Хватит.
домой.